Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о христианской вере и ее отношении к природе, к окружающему миру. Во-первых, потому что летом, осенью мы больше находимся на свежем воздухе, на даче, в лесу, пользуемся плодами природы, становимся как бы ближе к ней и задумываемся, как она соотносится с нами. Ну, во-вторых, потому что и само время такое, когда различные экологические кризисы, проблемы беспокоят нас. Ну, вот, например, прошлым летом всех взбудоражила ситуация вокруг свалки отходов на ШИЭСе. И в-третьих, потому что сегодня витает в умах, в душах часто мысль о том, что животные, да и вообще окружающий мир, вот он подобен человеку, равен ему, а иногда даже и прямо звучат такие слова, я цитирую, о том, что животные лучше людей. Лучше людей. Ну и вы, наверное, слышали подобные выражения о том, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Или некоторые говорят, посмотришь собаке в глаза, вот подумаешь человек. Посмотришь человеку в душу, подумаешь собака. Вот. Такие вот мысли витают. И недавно, поделившись на страничке ВКонтакте мыслью о том, что люди перед едой молятся, а животные нет, я неожиданно получил целый ряд комментариев и дискуссий. То есть, оказывается, тема действительно острая, она не оставляет равнодушным. Что же на самом деле такое окружающий мир и как он соотносится с человеком. Давайте разбираться с точки зрения веры. Во-первых, весь мир сотворен Богом. Бог есть начальник жизни, Он есть Творец, мир не появился сам по себе. Вначале сотворил Бог небо и землю. Такими словами начинается Библия. И далее описывается, как Господь творит растения, птиц, животных, рыб, и потом творит человека. И только в отношении человека Божье Слово говорит, что он сотворен по образу нашему, то есть Божьему, и когда Бог задумывает его творение, говорит, и по подобию нашему сотворим. Образ в человека вложен, а подобие нам надо заслуживать, зарабатывать самим. Надо стремиться к этому подобию. Потому что человеку дана свобода, свобода выбора. Вот, кстати, то, чего нет у животных. У человека есть свобода, нравственная свобода, есть понятие о добре и зле. У него есть дар слова, речь. Хотя и животные тоже многие, конечно, и чирикают, и кукарекают, но человеческое слово способно выражать абстрактные понятия. То есть оно имеет духовное содержание. Оно может говорить о невидимом. Так же, как и разум. Это свойство человеческого ума, которое позволяет ему мыслить абстрактно. А значит, мыслить и о самом Боге, невидимом, который не познается органами чувств, который познается сердцем. У человека также есть бессмертная душа, чего нет, очевидно, у животных. Кстати, вот эту мысль как-то раз высказав, я тоже получил вопрос, откуда мы знаем, что у животных нет веры в бессмертие и нет бессмертной души? Ответ очень простой. Они этого никак не выражают. Вот человек веру в свое бессмертие обязательно выражает. У него есть кладбище, у него есть погребальное песнопение, у него есть воспоминания усопших, у него есть почитание предков и так далее. И самое древнейшее, что вообще мы о людях можем сказать, которые существовали, это их почтение к памяти предков. Ни у каких животных мы ничего подобного, никакого выражения осознания бессмертия своей души мы не видим. Они просто живут, питаются, поют, делают свои дела, которые Богом им велены, умирают и все. Человек бессмертная душа. И у человека, конечно, есть способность общения с Богом. В послании к евреям об этом говорится так. Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. То есть здесь пророк Давид в этих словах, которые цитируются в послании к евреям, он в Ветхом Завете как бы удивляется, что человек так мал, что он так ничтожен во Вселенной, в космосе, а Бог его помнит, то есть он его посещает.
Ведь практически все люди имеют тот или иной опыт общения с живым Богом, и вот он поражается, что мы подобны животным, мы питаемся тем же, чем питаются они, мы похожи на них по строению тела, а вот что же мы такое, что мы от ангелов-то не сильно отличаемся, то есть ты немного мы унижены перед ангелом, что ты помнишь и посещаешь его. То есть человек богоподобен. Поэтому ни в коем случае животных и людей отождествлять нельзя. Это будет хула на образ Бога, который вложен в человека. Итак, Господь человека творит и говорит о том, что да владычествуют они. Почитаем точно эти строки. «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом и над всею землей, и над всяким животным, приспускающимся по земле». Вот. Бог дает человеку право владычествовать. Человек как бы управляющий вот этим богатством, которое создано Творцом. И человек употребляет в пищу. Тут сказано дальше, вот в 29 стихе: «Всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, все сие вам будет в пищу». То есть тут не говорится еще пока, что животные в пищу употребляются. Будет тут сказано потом, Ною после потопа. И животные даже тогда не истребляют друг друга. Не было еще тогда хищников, потому что мир был не поврежден. И далее книга Бытия повествует нам, что Господь посадил человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Человеку заповедан труд. Человек должен трудиться. И место нашего труда, наша самореализация – это природа, окружающий мир. Потому что труд нас уподобляет главному трудолюбцу, Богу Творцу. И хранить его. То есть его надо улучшать и вместе с тем сохранять. Это, по сути дела, хозяйство, экономика, то, что мы продолжаем делать на сегодняшний день, хотя и очень сильно в искаженном виде. Далее в 19 стихе есть интересный момент, что Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Нарек человек имена всем скотам и птицам, и всем зверям полевым. Вот видите, не животные дают имя человеку, а человек дает имя животному. А дать имя – это знак власти. Ведь мы ребенку даем имя, когда он рождается, а не ребенок дает нам имя. И вот эта способность словом природу соединять с Богом в этих словах видится. Человек, по выражению профессора Сергея Веренцева, ословесивал природу. Ословесивал, потому что человек одновременно материален, телесен, он является частью природы. Вместе с тем он имеет в себе бессмертный дух и способность словом соединять вот эти две составляющие в себе, невидимую и видимую. Да? Поэтому, когда человек молится, когда человек говорит благое слово о Боге, и вообще, когда всякое доброе слово говорит, то природа его воспринимает. Это важно понять, что природа напрямую сама, она, конечно, содержится благодатью, благостью Божией, но в значительной степени через человека она связана с Богом. Поэтому даже в обиходе, в поговорке говорят, что доброе слово и кошке приятно. То есть, и вот, что действительно животные, особенно домашние, они ждут от нас вот этого доброго слова, и у нас издревле существуют чины благословения поля, например, вот, молитва о даровании дождя, там, наоборот, о прекращении дождя, там, прекращении наводнений и прочее. Потому что словом мы соединяем природу с Богом. И это большая ответственность, потому что что произошло потом? А произошло потом, что человек пал, человек совершил грех, он отвернулся от Бога. Он должен был всю природу через себя соединять с источником жизни, ее освещать, и он этого не сделал, потому что он погубил себя сам, послушав дьявола, клеветника, завистника, лжеца, и соблазнившись вот этими страстями, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, похоть плоти, похоть очей, города житейская, это то, что сказано, что Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, вот это чревоугодие, да, сластолюбие, что оно приятно для глаз, сребролюбие,
ты чем-то обладаешь, почему сегодня люди разрушают и уничтожают природу. И вожделенный, потому что дает знание. Знание – это славолюбие, надмение, высокомерие. И человек пал, и Господь говорит: проклята земля за тебя. То есть, что такое проклятие? Проклятие – это отделение, это отчуждение, это вот преграда, которая ставится между кем-то, в данном случае между Богом и землей. Поэтому разлад входит в самого человека, в семью, в отношении человека с Богом, и входит в природу. Животные начинают друг друга поедать. Мы видим, что даже голуби дерутся за еду, то есть они даже и дерутся между собой, животные. И всякие тайфуны, цунами, землетрясения, наводнения, смерчи, все это есть на земле. Есть засухи, есть неурожай, поэтому со скорбью будешь питаться от нее, терни волчцы, произрастит она тебе. В поте лица ты будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, ибо прах ты и в прах возвратишься. То есть человек прах, но прах одушевленный, и вот этот прах, который мог бы быть потенциально бессмертным, если бы человек слушался Бога, он возвращается в землю, потому что он прах. А душа идет на суд Божий. И выслал, сказано, Господь Бог его, то есть Адама, понятно же, Еву, из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, с которой он взял. Поэтому наш неизбежный труд, наша, так сказать, вечная обязанность – это возделывать эту землю и трудиться на ней. Интересно, что дерево жизни, о котором говорится вот в книге Бытия, оно тоже материальное. Дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла. Вот. И даже дьявол входит в соблазн к человеку через змея. То есть вот как бы природа здесь, вот объекты материального мира, они выступают испытанием для человека. И Бог дает человеку испытание через дерево, и дьявол соблазняет его тоже через живот. В 4 главе книги Бытия мы прочитаем о жертвах Каина и Авеля, о том, что они свое почтение к Богу выражали через жертвоприношение, через вот эти плоды. Конечно, Господь сам ни в чем не нуждается, Он и сам все создал и всем владеет, но мы выражаем, то есть мы как бы отдаем Ему, показывая, что вот от Него все это происходит. В 6 главе мы читаем о потопе, и сказано там, что истреблю с лица земли человеков, от человека до скотов и гадов и птиц небесных по грехам и развращению людей. Вот пример того, как испорченность людей приводит к погублению окружающего мира. Не только напрямую от человека, но даже как бы гнев Божий простирается на мир по грехам людей. Вот сейчас немножко забежим вперед в Новый Завет и прочитаем из послания к римлянам, из 8 главы отрывочек, самый глубокий в Новом Завете о состоянии природы, соотношении с духовным миром человека. Тут говорится апостолом Павлом: «Думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Здесь говорится, что мы имеем в себе начаток духа, мы имеем стремление к Богу, и мы доступными нам, им данными средствами освящаемся и спасаемся через Спасителя Иисуса Христа, через Его таинство, через молитву, через пост, через Святую Церковь, через научение в Слове Божьем, через заповеди Его. Но мы стенаем, то есть мы как бы стремимся к Богу, нам постоянно его не хватает. Мы не можем им насытиться, мы не можем до конца здесь с ним соединиться. И не только мы, а окружающий мир, то есть творение, он стенает и мучается, то есть ждут, можно так буквально даже сказать, и цветочки, и наши, и собачки, и кошечки, вот все окружающее, вот весь мир, он ждет, пока мы наконец станем святыми. И мы знаем с вами из примеров из жизни святых,
что когда человек достигал такого состояния спасенности, преображенности, то вокруг него действительно и малина зимой зацветала, как в келе преподобного Серафима Саровского, и медведи с рук кушали, и лев с плачем ему лапу свою на перевязку приносил, как у преподобного Герасима Иорданского, и так далее. Вот. Сейчас я хочу прочитать отрывочки из двух псалмов. Во-первых, из 146-го, тут есть такая строчка: «Дает скоту пищу его», то есть Бог, «и птенцам ворона, взывающим к нему». Вот эти слова, взывающим к нему, их, конечно, нельзя понимать буквально как молитву. То есть вот они чувствуют голод, и, и по-своему каркают в состоянии голода. Вот. И так они выражают. И Бог им подает все необходимое. И траве подает питательные вещества из земли, и всем птицам и животным. То есть мы, так же, как и в отношении смерти, не видим никакого выражения у них в их деятельности, понимания этого. Также в отношении молитвы мы этого не видим. Мы не видим, чтобы они какие-то строили специальные сооружения, чтобы они как-то останавливались, допустим, для молитвы, чтобы они какие-то особые песни в честь этого слагали, чтобы они каким-то образом это выражали. Вот. Поэтому эти слова надо понимать в переносном смысле. Вот. Хотя, конечно, в отдельных случаях, подчеркну, не исключается, что Господь может воздействовать на бессловесную тварь. Это, например, в Ветхом Завете классический пример – это Валаамова ослица, которая вот увидела ангела, стоящего на пути, и она остановилась и заговорила человеческим голосом и остановила вот этого безумного пророка. Вот. И 148-й псалом мы тоже сейчас прочитаем, потому что в той дискуссии, которая у нас разгорелась по поводу того, молятся люди перед едой, животные не молятся, вот, была ссылка там в нашей дискуссии на этот псалом, потому что тут говорится следующее, прочитаем его. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и сделались, они сделались, повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери, всякий скот, пресмыкающийся, птицы крылатые, цари земные, все народы, князья, все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа. Ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя. Вот на первый взгляд, да, в этом псалме действительно в одном ряду употребляется название людей, хвалите Его князья, Его и так далее. И тут же говорится, хвалите Его звери и всякий скот. А раз мы их просим их хвалить, то, значит, мы можем ошибочно подумать, что они могут Его напрямую о чем-то просить. Нет. Вот вы видите, что здесь перечисляется. И туман, и ветер, и огонь, и град, и солнце, и снег. Это же неодушевленный предмет. Они явно не могут Его хвалить. Они хвалят Его самим своим существованием. Вот, допустим, существует птичка красивая. Мы смотрим на нее и дивимся, какие у нее перышки, как она премудро устроена. Ползет какая-нибудь букашечка, мы дивимся, вот какая она маленькая, человек не может такого создать. А вот она живая, размножается, там, дорогу находит за многие расстояния к дому и так далее. И вот в этом смысле они хвалят Бога. Они выражают Его премудрость, Его красоту, Его величие, Его силу, Его всеведение и Его всемогущество. Он заботится одновременно обо всем, обо всех, как сказано в Евангелии, что и лилии украшает так, как царь Соломон не одевался во всей красоте своей. И птицы небесные, которые ценятся мало, но ни одна из них не пойдет на землю без Отца, без воли Отца Небесного. Вот. И потом еще хвалят природные явления, как они хвалят. Да? Вот когда гром, например, молния, буря, тоже можно сказать, что это ведь все от Бога. Ну что такое? Земля это крошечная планета,
которая даже не имеет в себе сама источника света, вот она освещается солнцем, а на землю падает крошечная часть того солнца, которое исходит от света, от звезды, света, который исходит от солнца. Вот. А Солнце это маленькая звездочка, не самая яркая в галактике, а таких галактик великое множество и так далее. И вот и вместе с тем, по сравнению с человеческой слабостью, такая великая сила нам является влиянием природы. Вот. Поэтому мы можем сказать, да, Господи, раз ты это все створил, значит твоя сила, она действительно безмерная и ты всемогущ. Вот. Но люди, которые спорят, они, конечно, могут настаивать на своем и говорить о том, что все одухотворено. И даже некоторые говорят, что человек ниже животных, и о том, что животные, там, так сказать, и мыслят, и разговаривают, и думают. И что, по сути дела, вот, так говорят некоторые люди, это, конечно, неправда, это не соответствует действительности, о том, что весь мир, он божественный, о том, что и земля, и вот везде, что все это Бог. Такой, называется это пантеизм, то есть отождествление мира с Богом. Вот. И так и говорят о том, что человек, ты познай себя, что ты сам Бог. Тебе не надо там, молиться, тебе не надо Богу служить как личности. Ты просто познай, что ты сам Бог. Но по сути дела, это есть отрицание Бога. Это есть отрицание Бога. Потому что мы верим, знаем, что Бог это личность, это существо, это дух, который не отождествляется с миром. Мир им создан, мир им содержится, о мире он промышляет, а весь мир он знает, но миром он не является. Он может соединиться с миром, он соединился уже через Иисуса Христа с плотью этого мира, и он спас этот мир, он дал нам путь ко спасению, ко всем людям, а значит и всему окружающему миру. Но отождествлять мир и Бога нельзя. Что еще мы можем в Ветхом Завете прочитать? Вот спасение от потопа тоже дается через голубя, через масличную ветвь. Ной приносит жертву из скотов. И тогда Господь говорит, что сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Что мясо теперь можно употреблять в пищу, но это скорее не благословение, а дозволение, потому что человек ослабел вот, в силу грехов. И поэтому ему нужно вот укрепление, вот, поедание этой плоти животных. Вот. Но, кстати, там добавляют слова «дострешатся и дотрепещут». То есть животные начинают бояться человека. Они изначально от грехопадения начали бояться, а тут еще дополнительно, потому что человек начинает их поедать. И вот когда у нас наступает время поста, оно имеет очень много смыслов. В первую очередь, конечно, господство духа над плотью, над телом. Это и упражнение, это и, так сказать, и физическое очищение человека. Но в том числе, не на первом плане, но в том числе это примирение с природой. Вот митрополит Антоний Суровский, он об этом, например, подчеркивает, говорит о том, что мы, когда вот там на 200 дней в году суммарно православные посты в календарном году занимают, мы перестаем есть куриц, коз, там, коров и так далее. То есть мы как бы на время с ними примиряемся, не употребляем животную пищу. В 9 главе можно прочитать о том, что Господь устанавливает вот этот завет с Ноем и потомством, и сказано, и с птицами, и с котами, и зверями. Понятно, что через Ноя, да, через человека. То есть завет провозглашается с человеком, но он касается всех. Не будет уже потопа, и будет радуга, как знамение вот этой милости Божией. Вот. Еще можно в этом завете прочитать о Вавилонской башне, как человек вот как раз пытается стать равным Богу, строит. Что он строит? Это символ богоборческой цивилизации, такой безбожной экономики и безбожной науки. Вот. То есть знание, которое ведут человека не к Богу, а просто позволяет ему почувствовать себя самодержцем на земле. Вот. Ну, чем это закончилось, надо знать. Да? Смешались языки, люди все разошлись. Обетование Аврааму дается так, как «отдам землю сию потомству твоему». То есть Господь землю сам дает людям, кого считает нужным. Царь Мелхиседек, в 14 главе об этом мы читаем, приносит хлеб и вино, дары земли. Это прообраз будущего таинства Евхаристии, причащения. А Аврааму говорится, сосчитай звезды,
через природные явления Господь разговаривает. Только не надо это путать с астрологией, вообще с магией. Это просто как символ. То есть Бог сам разговаривает через через эти явления. Но пытаться через них заглянуть в будущее или в свою судьбу, или как-то воздействовать на мир, это уже будет попытка Бога обойти. Истребление Содома, и там говорится, и все произрастания земли уничтожаются. Это продажа первородства за чечевичную похлебку, это благословение Иакова, да даст тебе Бог, это росы небесные, только земли, множество хлеба и вина. Сила слова, кстати, да, вот оно, благословение, которое нельзя отобрать. Это все прообразы духовного. Изобилие голод в Египте, промысел Божий через плодородие земли, опять же, ради духовного, да, ради спасения израильского народа, и потом воздвижение из его среды Сына Человеческого и Сына Божьего. Это другая крайность, которую мы видим в истории иудейского народа, это вера в земное царство и земного Мессию, царя, который всех накормит, всех спасет, всех излечит. И так Иисуса Христа так очень часто и воспринимали ошибочно. Это неопалимая купина в книге «Исход», прообраз Пресвятой Богородицы. Это казни египетские, они все через явление природы происходят. Жабы, мошки, пёсьи мухи, моровая язва, пепел, град, огонь и гром, саранча, тьма. Это исход из Египта, агнец, хлеб, кровь на косяках. Переход через Черное море, прообраз новозаветного крещения. Превращение горькой воды в сладкую в 15 главе книги «Исход». Через дерево, прообраз Христа. Это похотение людей, которые говорят, что мы сидели у котлов с мясом, ели хлеб досыта, такая привязанность к плоти, да, противление духу, о котором потом вспомнит архидиакон Стефан, побиваемый камнями. Это перепела и манна, вода из скалы, заповеди, которые дает Бог, знаменитые 10 заповедей, и заповедь о трудолюбии, 6 дней работаешь, и все дела в них делай, а 7-й день – суббота, то есть покой Господу Богу твоему. То есть не заботься до бесконечности только о земном, а созидай в себе духовно. Это жертвенник, всесожжение, скинь, это все прообразы. Благовоние, ладан, вот она жертва, которую мы и сейчас мы используем в богослужении. В 3 книге Царств можно прочитать пророк Илье, как он своей молитвой затворял небо. В Псалтыре, 103 псалом, стоит почитать о сотворении мира, как девица Давид, благости Божией. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризу, простираешь небеса, как шатер, устраиваешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твои колесницу, шествуешь на крыльях ветра и так далее. В притчах книги можно прочитать такое слово: «Чти Господа от имени Твоего, и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Также в книге притчи сказано, что праведный печется и о жизни скота своего, блажен, который и из скотов мил. Это все было в Ветхом Завете. То есть мы видим, с одной стороны, что природа действительно связана очень тесно с человеком, человек влияет на нее, и Господь и на природу влияет через человека, и на человека влияет через природу, все это взаимосвязано. Но она не в центре. То есть это как бы периферия нашего богопочитания, а вовсе не цель. Поэтому когда сегодня многие увлекаются слишком здоровым питанием, дыханием, образом жизни соответствующим, как бы возводят в культ. В культ возводят тело, в культ возводят животных, насекомых, которые окружают, даже боготворят их. Мы знаем, языческие культы очень часто боготворили животных. И на Востоке это до сих пор сохранилось. То тем самым человек забывает о едином Боге-Творце. Что же говорится в Новом Завете? В Новом Завете, когда уже приходит, когда от Пресной Девы Марии, от Пресвятой Богородицы Сын Божий воплощается и становится Сыном Человеческим Иисусом Христом. Он напоминает нам об этой заботе Творца, о том, что не заботьтесь, не тревожьтесь сами о завтрашнем дне, о том, что волос с головы человеческой не упадет. Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и это все приложится вам. Чудо в Кане Галилейской, претворение воды в вино, это, по сути дела, это чудо происходит каждый год на наших глазах, когда
влага дождя, проходя через почву и через виноградную лозу, превращается в вино. Господь это творит просто в считанные секунды. Это у умножения хлебов то же самое. Постоянное чудо Божие, но которое через чудо милосердия людей вдруг становится таким явным, наглядным. Это укрощение бури. Вот это очень интересный евангельский сюжет о том, как ученики плывут в лодке и бушует буря, готовы их потопить. И Господь их успокаивает, что вы так боязливы, маловерны. И лодка пристает к берегу. То есть бури будут вокруг тебя, ты не можешь их выключить. Ты можешь их в себя не пустить. Вот к чему призван человек. И когда ты успокоишь бурю в самом себе, тогда и природа вокруг тебя будет преображаться. Хождение Петра по водам, что вера, человек может преодолевать даже законы тяготения земного и идти по воде. Не только в переносном, но и в буквальном смысле. Это чудесная ловля рыб, которой Господь сподобляет своих учеников. Необыкновенный этот лов. Это монета во рту у рыбы, которую достает Петр. Это чудо преображения Господня, когда и даже одежда его начинает сиять. Это его слова о том, что можно город двигать молитвой и верой. Это затмение и землетрясение во время страдания Спасителя на кресте, на Голгофе. Это вода и голубь при крещении Христовом. Это та одежда и пища, которую носит Иоанн Предтеча. Все это как бы продолжает вот мысль Ветхого Завета о том, что человек не заботится об окружающем мире, заботься о соединении с Богом. И тогда окружающий мир, как сказать, приложится. То есть он сам осветится через тебя. Если же ты забудешь Господа Бога, и ты будешь служить вот окружающему миру, и ты потеряешь и земное, и небесное. Тот, кто любит земное больше небесного, говорит один из древних учителей церкви, потеряет и земное, и небесное. И вот несколько дней назад у меня была деловая встреча, разговор с людьми, которые действительно искренне хотят сделать много добра для простых жителей, граждан. И вот после разговора у меня осталось чувство о том, что это дело важное, нужное, хорошее, но оно не ориентировано на Бога. Оно ориентировано на земное, на людей. И поэтому оно не созидает душу, оно не вдохновляет. И по сути дела, оно не приводит к спасению. Да, можно сделать много хорошего добра. Но если ты ставишь целью не Бога, а даже человека, уж не говоря о том, что природу, то спасения в этом не будет. Потому что человек сам по себе смертен. Только Бог бессмертен. И в соединении с Ним человек обретает свой настоящий смысл. Господь говорит апостолам уже по воскресенью, кто уверует, что будет брать змей, исцелять, смертоносно, то есть он приобретет вот эту власть над окружающим миром, не ставя эту власть своей целью. Исцеление слепых, прокаженных, сухоруких, то есть восстановление физической природы, мы все это видим через Христа, но это проявление, опять же, внутренней перемены. Святитель Игнатий Брянчанинов это объясняет. Прощаются грехи. Люди получают прощение грехов. И знаком, внешним знаком вот этого внутреннего покаяния, исправления, прощения грехов являются исцеления. Да? Чадо, прощаются тебе грехи. Встань, возьми свою постель и ходи. Апостолов посылает Господь без сумы, без хлеба, без меди. То есть не заботьтесь, что вы будете есть и пить, что вы будете одевать. Одну одежду только с собой берите. Исходящее из сердца, говорит Господь, вот что оскверняет человека. Да? Многие сегодня боятся это съесть, другое там думают, что от кусочка хлебушка они осквернятся, потому что это вот, дескать, не такая там вегетарианская пища, как должно. А Господь говорит, это не оскверняет человека. Ложь, лукавство, блуд, похоть, сребролюбие, вот что оскверняет человека, это исходит из сердца. Вот. Бесплодная смоковница, хороший образ о том, что она показывает как бы листья, там должны быть плоды, плодов нет, и Господь ее проклинает, она засыхает. Это драматизация, пророчество, иллюстрация, но вместе с тем и действительно земля, если не приносит плода, то она тоже вот проклята Богом. А не приносит она плода, потому что сам человек может быть бесплоден. Он может много хорошего говорить и делать, но если внутри нет плода любви,
то Божье проклятие приходит на него, через него и на всю землю. Есть у нас праздник Изнесения честных древ Христа Господня, когда крестом освещались в августе месяца водоем, освещается и до ныне, и прекращаются эпидемии, болезнетворные микробы погибают, а люди исцеляются от этих заразных болезней. Интересно, да? Крест, орудие смерти, становится древом жизни. Так и есть. Крестом вновь нам открывается древо жизни. Мы причащаемся святых тайн, и мы соединяемся с бессмертной жизнью. Из святых можно вспомнить и мученика Трифона, которому молятся о защите посадок, там, и от нашествия насекомых, просят его защитить. Это преподобная Мария Египетская, которая проходила по воде, как по суше. Это блаженная Ксения, которая прозорливостью обладала, и так далее. Вот это все нам Господь показывает, что это все человеку доступно, если он будет со Христом. Только он должен достичь настоящей молитвы. Вот молитва – это и есть то слово, вот та жизнь, которая в человеке сияет, соединяет его с Богом здесь и сейчас. Скажи: да, да будет слово ваше да, да, нет, нет. А все, что сверх этого, то от лукавого. Все, что в молитве попросите с верой, все получите. В нем, во Христе, все да, все аминь. И много таких примеров можно приводить из нашей окружающей жизни, когда вот есть люди, у которых цветы вянут, а у других они расцветают. Когда даже насекомые послушаются голос человека, когда преподобный Паисий говорит: вылети, пожалуйста, благословенная муха. И муха вылетает, чтобы не мешать беседе. И когда действительно там кот, допустим, испуганный появляется дома, и ты его гладишь и разговариваешь там с ним, вот, и он поначалу шипит злобно, потом он выходит и становится ручным и ласковым, потому что всякое дыхание хочет от человека получать вот эту божественную благодать. Не от человека, поправлюсь, через человека. Через человека окружающий мир воспринимает божественную благодать. Замечательный есть фильм, короткометражный, называется «Большая восьмерка». Там показано, как человек, узнав о том, что готовится отлов, отстрел собак в городе, вот как он берет себе 8 собак в доме, вот он их там кормит, ходит, содержит, и как потом эти собаки, они передаются вот людям, которые никак не могут построить свою жизнь, так сказать, в отчуждении живут. Они берут этих собак на воспитание, и через них размягчается их душа. То есть вот действительно животные могут способствовать этому. Вот. А сам человек находит, по-видимому, свою любовь, семью через это. Вот. Основу социальной концепции Русской Православной Церкви можно прочитать, чтобы более подробно познакомиться с учением Церкви. А Церковь – это столб и утверждение истины по поводу природы. И тут говорится о том, что сегодня действительно окружающая природа часто уже не воспринимается как дом, тем более как храм, он становится лишь, в кавычках, средой обитания, что духовно деградирующая личность приводит к деградации природу, ибо не способна оказывать преображающее воздействие на мир. И ослепленному грехом человечеству не помогают и колоссальные технические возможности. Они не приносят настоящей пользы, а подчас причиняют вред. Наоборот, техническая мощь порождает утопические надежды на безграничные возможности человеческого разума и на силу прогресса. Вот. А когда видишь плоды наследия вот той самой советской эпохи, когда при всех ее плюсах было все-таки официально безбожие, ты и понимаешь, да, что строили, а плоды-то они вот. Это и разорванные души, это и алкоголизм, это и пустеющие города, это и экологические проблемы. Они во многом идут оттуда. Сам пафос вот этого, что мы не должны ждать милости от матушки природы, а должна природа-матушка сама давать доход. Вот. Это все идет оттуда, от материализма. О том, что от мысли, что материальное первично, а духовное вторично. И духовное в лучшем случае воспринималось как средство для материального, но не как цель. И даже сегодня часто говорят о вере, о том, что да, вот вера может помочь остановить, скажем, экологический кризис. Вот видите, опять идет такая подмена. Духовно воспринимается как средство, что оно может помочь что-то там сделать, остановить. А дух – это цель. Бог – это цель. А материальное – это как раз средство, это может быть помощником к этому. Оно может помочь, оно может содействовать, а может и помешать. Может затмить духовно. И вот этот раздел в социальной концепции подытоживается так.
Полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо. Это утверждение отнюдь не означает, что церковь призывает свернуть природоохранную деятельность. Однако она связывает надежду на положительные изменения взаимосвязи человека и природы со стремлением общества к духовному возрождению. Антропогенные основы экологических проблем показывают, что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром. А потому преобразование природы должно начинаться с преображения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом. И вот нам действительно сегодня нужна не стратегия роста. Если вы почитаете все экономические наши концепции и стратегии, там везде вот пафос бесконечный, рост потребления. Ну, о сбережении там тоже говорится, но это не цель. Все-таки вот этот материализм он присутствует до сих пор. А вот если мы через веру придем к пониманию того, что нам нужно воздержание, но опять же не как самоцель, а как убирание преград для служения Богу, тогда, естественно, окружающий мир очень сильно поменяется. Преподобный Исаак Сирин говорил: у милующего горит сердце обо всем творении, о человеках, о птицах, о животных и о всякой твари. Он ежечасно со слезами приносит о них молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению всем Богу. То есть, когда человек уподобляется Богу, да, преподобный, в высшей степени подобный, он не может ни жалеть, ни сострадать в окружающем мире. Он и струечку воды включит тоненькую, а не толстую, потому что большой напор воды, это значит большой расход электроэнергии, которая эту воду с водоема поднимает, это значит лишние сожженные там килограммы, тонны газа, угля и так далее на выработку этой электроэнергии. Он лишний раз не проедет на автомобиле, он лишнюю не купит одежку, он лишний раз не вскипятит воду, он ко всему относится бережно, потому что все Божье творение. Вот. И о всякой там сломанной веточке, действительно, и о всякой изуродованной собачке у него сострадает сердце. Но видя это все, он понимает, что это все по нашим грехам человеческим происходит, и он все глубже и глубже обращается к покаянию. В завершении нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы зачитать вам строчки из книги Апокалипсиса, то есть Откровение Божие. И там в конце говорится о том, что Иоанн Богослов увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. Вот видите, такая красота новой земли, нового неба. Бог творит все новое. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Бог творит все новое. И это новое, новое небо, новая земля, но это все-таки материальное уже преображенное. Так же, как Христос воскрес во плоти, воскрес в теле. И он этим телом уже не подчинялся ни времени, ни пространству. Он проходил сквозь стены. Он одновременно мог и есть, и вместе с тем он вознесся на небо. Вот такое же новое небо и новая земля человека ждет. И там говорится о том, что это 22 глава. «И показал мне, то есть ангел, чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Здесь в буквальном смысле говорится, то есть действительно вода жизни, то есть река с водой жизни. Люди эту воду будут пить. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Опять, это действительно физически существующее дерево. Хоть это и другая же реальность, но оно все-таки существующее. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что чуть дальше сказано: и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. То есть солнце как материальный объект уже не будет, потому что Господь Бог будет освещать людей и будут царствовать во веки веков. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить его. То есть нам сейчас надо с вами очень потрудиться над тем, чтобы снять вот это древнее проклятие, которое легло на людей и на землю по грехам человеческим,
а снимается оно только Иисусом Христом. Вот с Ним, с нашим Спасителем, с Ним, с источником жизни, с Ним, как единственной лесенкой на небо, с Ним, как с единственным тем, кто только и может дать нам познание Бога Отца, нам и надо соединиться всей душой, возлюбить Его, всеми силами, всем разумом своим. «Я есть, — говорит Он, — Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Благодарю вас за общение.